Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ уполномоченный по защите прав предпринимателей Северной Осетии Тимур Медоев. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы один из самых молодых уполномоченных в стране, и мы знаем, что вчера вы отмечали, вернее, на днях вы отмечали свой день рождения. Мы вас с этим обязательно поздравляем и желаем вам успехов. И намечается еще одна интересная дата. Приемная уполномоченного исполняется ровно год. В этом году, вот в этом месяце, вы подводите свои первые итоги. Как вы можете оценить работу приемной вот за этот отчетный период и вот чего удалось достичь? Этот год был годом становления. Мы общались с предпринимателями, заключали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с органами государственной власти, пытались понять системные проблемы, которые стоят на пути развития бизнеса. Ну и, конечно, реагировали на конкретные обращения предпринимателей. Но если вот говорить о конкретных цифрах, да, вот в ближайшее время вы подготовите свой первый отчет главе республики, можете поделиться основными тезисами, основными цифрами вот этого отчета? Основные моменты, которые будет содержать доклад, это, конечно, общее состояние дел в сфере защиты прав предпринимателей, это основные проблемы, которые мешают развитию бизнеса в Осетии, предложения по их устранению и законодательные инициативы. Ну вот, если говорить о работе приемной уполномоченного, подобные приемные есть во всех регионах нашей страны. И совсем недавно со всеми региональными уполномоченными встретился федеральный уполномоченный Борис Титов. Вот что обсуждалось на этой встрече и вот как вы думаете, если сравнивать обстановку в Северной Осетии с другими регионами, ну какое у нас положение? На конференции затрагивались основные проблемы, с которыми сталкиваются уполномоченные. И анализируя выступления представителей из регионов, представителей из органов госвласти, мы пришли к выводу, что региональной специфики, конкретной, чтобы можно было говорить о нашем регионе, такой не существует. Все проблемы, которые схожи предпринимателям в Удмуртии, они существуют и у наших предпринимателей. Те же законы, те же регламенты, СНИПы, проверки правоохранительных органов, все то же самое. На конференции была попытка не просто обсудить и поделиться опытом, как уполномоченные преодолевают те или иные проблемы, но и пригласить представителей тех органов власти, которые создают эти проблемы, и попытаться спросить их напрямую, как они хотят это объяснить и какие пути выхода совместного видят. Прежде всего, лично меня интересовала проблема незаконного уголовного преследования. Для этого был приглашен заместитель министра МВД на конференцию. Общение было с ним, общение было продуктивным. Он отвечал на те вопросы, которые интересуют на сегодняшний день бизнес-сообщество. Прежде всего, это когда закончатся проверки контролирующих структур, которые, вы знаете, наносят самый ощутимый удар по бизнесу. Потому что возбуждение уголовного дела в отношении предпринимателя, не всегда обоснованное, это чревато полным прекращением деятельности фирмы. И такие примеры у нас есть в Осетии. И поэтому хотелось послушать, что на федеральном уровне будет предприниматься для того, чтобы эту ситуацию изменить. Нам сказали, что готовятся поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. И теперь поводом для изъятия документов или возбуждения уголовного дела станут веские доказательства причастности предпринимателя к тому или иному преступлению или его конкретной вины. То есть без веских доказательств теперь никто никого сажать и обвинять не будет, скажем так? Знаете, хотелось бы в это верить, потому что пока мы получили только заверение. На довольно-таки высоком уровне, но тем не менее. Было за прошедший год два очень громких дела. Дело Тотрова, дело мэра Мукаева. Вот что сейчас с этими делами, да, вот как идет следствие и есть ли какие-то вот подвижки, новая информация какая-то? На каждом из этих дел можно остановиться поподробнее. Дело Аслана мэра Мукаева, ему уже год, это наш долгострой. Мы получили заявление от Аслана в прошлом году, летом. Он обратился к Титову, когда тот был здесь с визитом, с проблемой о том, что в отношении него проводятся необоснованные или чрезмерные оперативно-следственные действия. Каких-то явных и убедительных доказательств вины мэра Мукаева общественность не получила. Уголовное дело в отношении него длится уже больше года.
Человек занимается бизнесом, будучи под следствием. Это недопустимо. Когда проходил совет по защите прав предпринимателей при главе республики, этот вопрос я поднимал и там. На что глава республики попросил правоохранительные органы разобраться в кратчайшее время. И если он виновен, предать его суду, если не виновен, прекратить всякое уголовное преследование. К сожалению, пока никакой реакции не последовало. Мы намерены обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с тем, чтобы уже на федеральном уровне проверили обоснованное возбуждение уголовного дела в отношении Аслана Мэра Мукаева и просить Бориса Юрьевича Титова обращаться к генеральному прокурору с тем, чтобы такая проверка тоже была проведена. На конференции мы получили заверение Бориса Юрьевича о том, что он готов выступать в защиту Аслана Мэра Мукаева. В отношении с Виталием Тотровым ситуация была практически схожая. Человека пригласили на допрос в Следственное управление МВД по СКФО, посадили в СИЗО и пытались вынести меру пресечения, заключения под стражу. Мы незамедлительно выехали туда, вместе с адвокатами поработали над тем, чтобы к моменту суда представить суду, к моменту судебного заседания представить суду убедительные доказательства того, что Тотров является положительным персонажем и никуда от правосудия убегать не будет. Когда нам удалось эту проблему снять, Виталий Тотров был просто подозреваемым. Мы начали работать по этому делу, и первое наше действие было, это мы собрали экспертный совет для того, чтобы понять, виновен Тотров или нет, что ему инкриминируют следственные органы и на самом деле так ли это. Начали разбираться и пришли к выводу, что в принципе действия Тотрова были законны. Эксперты на региональном уровне не нашли никаких действий, которые бы могли носить уголовные последствия. Кроме того, консалтинговое агентство PricewaterhouseCoopers дало свое заключение и тоже сказало о том, что такие действия в принципе допустимы. Речь идет о возмещении НДС. Кроме того, налоговые органы республики не имели претензий к возглавляемому Тотрову предприятию. Кроме того, Министерство экономического развития Российской Федерации направило письмо, в котором говорит, что такая схема по возмещению НДС имеет место быть. Прокуратура просила Следственное управление МВД по СКФО прекратить уголовное преследование Тотрова, но, к сожалению, сотрудники правоохранительных органов проявляли редкую настойчивость и продолжали следственные действия, обыски и допросы. Мы обратились к Борису Юрьевичу Титову с просьбой вмешаться в это вопиющее событие, на что он отреагировал незамедлительно и направил прокурору Российской Федерации требование проверить обоснованность и законность соблюдения следственных действий в отношении Тотрова. Такая проверка была проведена, и в итоге, по итогам судебного заседания, судебного разбирательства между Следственным управлением МВД и прокуратурой, уголовное дело в отношении Тотрова было прекращено. Было еще одно громкое дело по банкротству Банка развития региона. Вот вы тогда говорили о том, что работа агентства по страхованию вкладов, она на самом деле нелогична, и что никто не дает никакую гарантию о том, что вклады юридических лиц будут им возвращены. Сейчас как обстоят дела со вкладами юрлиц, потому что мы знаем, что даже физлица не все получили свои страховые деньги. Ту политику, которую взял Центробанк на оздоровление, якобы оздоровление финансовой системы посредством банкротства банков, она привела к тому, что куча предпринимателей, прежде всего мелкий и средний бизнес, просто потеряли все свои деньги. В частности, с банкротством БРР ситуация была ужасающая. Но агентство по страхованию вкладов, с деятельностью которого лично я столкнулся впервые, мы ее проанализировали и поняли, что не просто нелогична их деятельность, аналогов такой деятельности и такой организации в мире не существует. Компенсируя вклады физическим лицам, АСВ забирает эти деньги за счет имущества банка, становится очередником второй очереди, в то время как юридические лица являются очередниками третьей очереди. То есть, что останется юрлицам, еще непонятно. Но на этом АСВ не остановилась и предъявила 50 организациям Северной Осетии иски о том, что возмещение, о том, что закрытие кредитов, которые они осуществили
последний месяц перед банкротством банков является незаконным. АСВ через суд попыталась вернуть стороны, то есть банк и юрлица, в первоначальное состояние, то есть восстановить задолженность перед банком. Общая сумма исковых требований АСВ составляла 500 миллиарда рублей. Для большинства, для 35 из 50 организаций, на которых подала АСВ в суд, проигрыш в суде грозил банкротством. Был создан антикризисный штаб, в число которого вошли министр Диамбеков, министр предпринимательства, представители общественных организаций предпринимателей, представители бизнес-сообщества. Была развернута очень серьезная работа по правовому поиску выхода из сложившейся ситуации. Мы начали анализировать судебные процессы, которые ведет АСВ за последнее время. И проанализировав, поняли, что арбитражный суд за последний год, существенно переломив практику, становится на сторону предпринимателей. Они подали в суд и проиграли. Организация «Строительная аллея», строительная компания «Аллея» выиграла первый суд у агентства по страхованию вкладов и закрепила свою позицию в суде апелляционной инстанции. Мы надеемся, что у руководства АСВ хватит благоразумия не продолжать эту эпопею судебную, не подавать в кассацию с попыткой отменить это решение, а просто успокоиться и оставить эти предприятия в покое. Потому что все они реально работающие, платящие налоги, обеспечивающие рабочими местами людей. Ну, то есть эпопея вот эта самая с Банком развития региона, она еще не завершена, и еще непонятно, когда она закончится, и что со вкладами юрлиц тоже до сих пор непонятно. Все чаще мы встречаем заверения о том, что вклады юрлиц компенсированы не будут, что юрлицы ничего могут и не получить. Нас это не устраивает. Мы хотим больше прозрачности в работе агентства по страхованию вкладов, чтобы они чаще общались и с предпринимателями, прежде всего складчиками, и со всем бизнес-сообществом республики. Была попытка пригласить их на круглый стол для того, чтобы пообщаться напрямую, посмотреть в глаза друг другу, чтобы они проинформировали, как они собираются решать эту серьезную проблему. Но, к сожалению, на контакт они не идут. А есть ли какие-то подвижки вот в этом направлении на федеральном уровне? То есть может ли законодательно быть закреплено то, что юрлица, вклады юридических лиц тоже будут страховаться? В своем докладе президенту Российской Федерации Борис Юрьевич Титов очень подробно раскрыл эту тему и предложил законопроект, который обязывал банки страховать вклады индивидуальных предпринимателей. Это серьезная победа. Теперь вклады индивидуальных предпринимателей застрахованы. Осталось дело за юрлицами. Я думаю, что в следующем году эту проблему, если и не удастся решить, то будет сделан серьезный шаг в ту сторону, чтобы и вклады юрлиц были застрахованы. Это нормальная мировая практика. Год работы приемной уполномоченного. За этот год, наверное, есть какая-то статистика, есть какой-то подсчет и так далее. Да? Каковы болевые точки, главные болевые точки, с какими основными проблемами вот к вам обращаются предприниматели и как часто они обращаются? На сегодняшний день в производстве уполномоченного 400 обращений, 200 из них закрыто, 200 в работе. Большинство дел — это дела административного характера. Препоны, преграды, действия чиновников. Но самая резонансная категория дел, на которую мы уделяем больше всего внимания, это вопросы необоснованного уголовного преследования и проверочной деятельности, прежде всего со стороны МВД. Этим проблемам мы уделяем внимание чуть-чуть больше. Вы говорите о том, что основные проблемы — это, конечно, недопонимание и несогласованные действия контролирующих органов, в них необоснованные проверки. И мы знаем, что вы тесно сотрудничаете с прокуратурой, с МВД. Вот есть ли, не знаю, разработана ли какая-то система дальнейшего действия, вот как эта работа будет дальше налажена? Потому что за год наверняка какие-то разработки уже есть. Прежде всего, перед тем, как мы начали работать, мы заключили соглашение о взаимодействии с МВД республики и прокуратурой республики. Эти соглашения были подписаны руководством этих ведомств без замедления. С прокуратурой наш опыт взаимодействия лег в основу практики всех региональных уполномоченных. Наша практика совместных проверок теперь
применяются всеми уполномоченными Российской Федерации. По инициативе уполномоченного проверяются органы государственной власти или какие-то правоотношения. В частности, нами была проведена проверка АМС города Владикавказа на предмет перевода помещения из жилого в нежилое и проверка совместная с прокуратурой по всем районам республики на предмет соблюдения земельного законодательства. Результаты были, удалось решить проблемы предпринимателей, некоторые чиновники были привлечены к административной ответственности. С МВД взаимодействие тоже налажено очень тесно. На все наши запросы мы получаем немедленную реакцию. Это не отписки, это реальные действия. Вопросов остается много нерешенных, но мы находимся в тесном диалоге и взаимодействии. И это радует. Мы получили заверение от руководства МВД о том, что они готовы выйти на свободную площадку, напрямую поговорить с представителями бизнеса, услышать их проблемы и попытаться их решить. Это очень важно. Вы затронули тему и того, что есть проблемы с чиновниками, и это та самая пресловутая бюрократия. Вот есть ли работа в том направлении, чтобы, например, упростить сбор документов или, например, как-то чтобы, например, какие-то документы исключить из этого списка, ну и так далее? Вы знаете, этот вопрос практически на 90% находится в компетенции федерального законодателя. В своих отчетах, которые мы посылаем в Москву, мы акцентируем внимание федерального уполномоченного на этих проблемах. То же самое делают коллеги из других регионов. Работа нашего института выстроена таким образом, что вся инициатива, которая идет снизу, аккумулируется в центре и представляется президенту Российской Федерации. Это если речь идет о федеральном уровне. Если речь идет о региональном уровне, проблем на котором немало, то здесь мы можем решать эти проблемы сами. Так, допустим, совершенно недавно мы обратились в арбитражный суд с иском, с заявлением признать незаконным решение администрации Моздокского района, потому что, на наш взгляд, оно нарушает права юридических лиц этого района. Речь идет о предоставлении земельного участка в аренду без конкурсной процедуры. Другие административные барьеры, о которых вы говорите, это работа конкретных людей. И с этими людьми нужно работать, объяснять. Если президент с трибуны говорит о том, что нам нужно дать зеленый свет бизнесу, если глава республики говорит, кто еще должен сказать этому начальнику отдела в том, что прекрати просить те документы, которые не предусмотрены законом. Здесь мы получили заверение сотрудников правоохранительных органов, что по таким фактам они готовы незамедлительно реагировать. Мы просим предпринимателей информировать нас о таких фактах, но пока, к сожалению, ни одного заявления на действия конкретного чиновника в наш адрес не поступило. Ну, значит ли это, что таких случаев нет, или то, что просто предприниматели молчат? Предприниматели молчат. Такие случаи есть, и система устроена таким образом, что без официального заявления в отношении этого человека и не проведешь никаких проверочных мероприятий. Но предприниматели не хотят жаловаться, привыкли решать вопрос по старинке, так называемо. Мы против этого, мы призываем их к активности. Сегодня люди, которые держат экономику, они хозяева положения. И они должны диктовать свои условия. Власть готова слышать, готова идти навстречу и готова реализовывать их инициативы. Вот вы сейчас затронули очень много проблем, которые есть не только в Северной Осетии, но и во многих других регионах. При этом есть определенные рейтинги, согласно которым Владикавказ считается одним из самых благоприятных мест для ведения бизнеса. Вот вы, как уполномоченный по защите прав предпринимателей, как считаете, дела соответствуют этим рейтингам, или это так, просто на бумажке написано и приятно? Вы знаете, не доверяю никаким рейтингам, никаким разговорам и суждениям. Смотрю конкретно на факты. Есть заявления, у предпринимателей есть проблемы. Допустим, по СКФО, по количеству обращений, наша общественная приемная на втором месте после Ставропольского края. Говорить о том, насколько предпринимателям легко вести свой бизнес здесь, мне тяжело, потому что я постоянно погружен в их проблемы. Для меня здесь тяжелее всего, потому что мы на передовой. Все эти рейтинги — это одна большая условность, и я думаю, не нужно им доверять. Нужно работать сегодня, здесь и сейчас. Но при этом можем ли мы говорить, что Владикавказ все-таки это место благоприятное для ведения бизнеса, или наоборот? Ну,
Есть проблемы, которые нам не свойственны. Там, крышевание, какие-то массовые коррупционные, масштабные коррупционные связи. Таких фактов мы не замечаем, безусловно. Ну, есть какие-то проблемы, которые нужно решать. Сказать, что во Владикавказе тяжело начать свое дело, я так не могу сказать, потому что есть статистика, опять же, которая говорит о том, что люди открывают бизнес. Посмотрите, у нас все в магазинах, все в заправках, все в аптеках. Ну, значит, легко получить лицензию, не просто зарегистрировать юрлицо, значит, легко получить лицензию, разрешение на строительство, построить дом, ввести его в эксплуатацию. По темпу жилья, по строительству жилья мы на лидирующих позициях, ну, значит, никаких проблем у строителей нету. Есть какие-то вещи, но которые вносят диссонанс, да, вот в эту статистику, поэтому судить об этом очень тяжело. А вот вы говорите о том, что в Владикавказе многие начинают как раз свое дело. А сейчас вы входите в грантовую комиссию, то есть решаете, кто получит деньги на начало своего дела, а кто нет. Вы видели ряд проектов сейчас. Есть какие-то интересные идеи и какое направление в основном интересно сейчас начинающим предпринимателям? Практически ни одного интересного проекта на комиссии я не видел. Все проекты однообразные, однотипные, скучные. Это не потому, что нашим предпринимателям нечем заняться или у них отсутствует фантазия. Нет, просто в этом году максимальная сумма гранта на развитие бизнеса составляла 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей — это, ну, наверное, арендовать офис, купить компьютер, купить мебель. Какой бизнес можно начать с этой суммы, я не знаю. Ну, были какие-то интересные проекты в сфере IT-технологий, в сфере сельского хозяйства. Практически все они были поддержаны. Если приходил молодой предприниматель и говорил, что у него находится в имуществе место для разведения коров, то и ему нужны деньги на покупку скота, то практически вся комиссия голосовала единогласно. Потому что желание было поддержать производителей. Торговля надоела. Осетия когда-то была регионом, который производил продукцию, нужно к этому возвращаться. Это вот попытка, вот эта государственная поддержка, это маленький вклад в это дело. Ну, надеемся, что она приведет к положительным результатам. Но особенно сейчас в условиях санкций наверняка особое внимание своим отечественным производителям, и сейчас по всей стране активизируется свое производство, то есть пытаются, да, учитывая то, что закрыт импорт из некоторых стран, сейчас хотят делать все у себя. У нас с этим как? Вот, есть ли какое-то развитие там направлений, создание или развитие наверняка, да, своих собственных отечественных предприятий? Безусловно, есть большие планы у руководства республики по развитию производства в регионе. Мы надеемся, что они будут воплощаться. Мы со своей стороны готовы делать для этого все возможное. Вы знаете, в условиях санкций время приходит проверять патриотизм не только потребителей, но и самих предпринимателей, которые производят продукцию. Понятно, что если в производстве иностранный товар, у нас изменился курс рубля и нужно делать закупки за рубежом, да, цена на продукцию вырастет, от этого мы никуда не денемся. Но если в производстве нет никаких импортных изделий и все делается из отечественных комплектующих, о каком повышении цен может идти речь? Почему постоянно потребителя призывают к патриотизму, покупать отечественные товары, развивать отечественную экономику, а в это время предприниматели спекулируют на проблемах экономики и получают сверхприбыль, перекладывают свои издержки на потребителей. Мы видим поворот, который идет на федеральном уровне, на импортозамещение. Он не может не радовать российский бизнес. Президент сказал, что тяжело будет максимум 2 года. Через 2 года мы вынырнем и пойдем в рост. Я склонен этому верить. Ну и еще раз, возвращаясь к словам Владимира Путина, он тогда как раз попросил Федеральное собрание все-таки перестать давить на бизнес и наверняка как-то упростить вот эти проверки, процедуру этих проверок, исключить по максимуму необоснованные проверки и сделать проще вот систему налогообложения, то есть немножко снять эту ношу и вот, не знаю, этот прессинг с бизнеса. Вот как вы думаете, когда наконец бизнесмены почувствуют это на себе реально? К решению этого вопроса нужно подходить очень осторожно. Почему? Когда мы тоже были в начале своей деятельности, мы думали, что проверка — это то, от чего нужно избавить бизнес. Но давайте
охладим свой пыл и подумаем, если бизнесмена не проверять, не контролировать, во что это может вылиться. У нас был такой период. Это будет страдать и качество продукции, и потом здоровье граждан. Поэтому нужен здоровый баланс. Проверка должна быть обоснованная, проверка должна быть законная, своевременная, и результатом проверки не должен быть несоизмеримый штраф. Когда за то, что труба идет не внутри помещения, а снаружи помещения, взимается штраф с индивидуального предпринимателя в размере 200 тысяч рублей, мы считаем, что это недопустимо. С нашими выводами согласилась экспертная комиссия при правительстве Российской Федерации, куда входил Борис Юрьевич. Все уполномоченные жаловались на эту систему. Мы рады сообщить, что в следующем году будет серьезно изменено законодательство о проверочной деятельности. Теперь проверка из категории «наказать» будет уходить в категорию «предупредить, помочь». Результатом проверки будет предписание об устранении нарушений, а уже потом штрафные санкции. На какой-то период, минимум 3 года, бизнес должен быть полностью освобожден от проверки. Информацию о том, включена организация в план проверки или нет, бизнесмен может получить на общедоступном, едином информационном ресурсе. Такой ресурс со следующего года уже будет работать. И в проверочной деятельности, в деятельности контролирующих структур, я считаю, что прежде всего проигрывают предприниматели. Почему? Потому что остаются юридически безграмотными. Кто к ним приходит, с какими документами, ради чего, какая организация, цель визита, на основании чего истребуют документы. Предприниматели просто отдают свои документы недобросовестному проверяющему в надежде, что лишь бы не ссориться. Но на самом деле они причиняют большее зло, чем этот нерадивый чиновник. Развиваться юридически каждому предпринимателю — это ваш совет? Однозначно. Для этого со своей стороны мы готовы предоставлять бесплатные юридические консультации. Мы делаем это ежедневно. Проспект Коста 15, приемная уполномоченного, телефон 49 24 99, сайт в сети интернет, страница в Фейсбуке. Пожалуйста, обращайтесь. К нам не обязательно приходить. Можно получить консультацию и по телефону, и по интернету. Ну, я думаю, надо объяснить это тоже, что все консультации, они бесплатные. И помощь предпринимателям, она, по сути, тоже бесплатная. Да, вы знаете, очень часто, когда приходят люди, и решишь их проблему, и человек вопрос задает: а сколько я должен? Ему объясняешь: нет, это политика государства, бесплатная юридическая консультация, это вам в помощь. Не верит. Не верит, да. Он пытается вручить деньги, и приходится этого человека выталкивать. Ну вот. А в одном из своих первых интервью вы тогда сказали, что очень трудно добиться доверия предпринимателей. Вот в заключение хотелось бы спросить, удалось за год добиться доверия предпринимателей? Доверия предпринимателей добиться очень тяжело. Основной лозунг, под которым работают предприниматели, это «не мешайте». Поэтому судить о том, доверяют нам бизнесмены или нет, не нам судить. В конце года мы проведем социологическое исследование и обязательно обнародуем его результаты. Там это будет видно, насколько нам доверяют. Но говорить о том, что институт уполномоченного вошел в систему взаимодействия бизнес-сообщества и власти, мы можем говорить с уверенностью. Ну что ж, я думаю, количество заявлений, это тоже говорит о том, что все-таки бизнесмены верят, если они идут к уполномоченному, значит, они ему доверяют. Хочу с вами согласиться, надеюсь, это так. Тимур, вам спасибо за беседу, спасибо за то, что ответили сегодня на наши вопросы. Мы желаем вам удачи в следующем году. Надеюсь, второй год он будет не проблемным, а таким. Будете идти в гору, наоборот. И все-таки пусть будет обращений поменьше. Не потому, что люди молчат, а потому, что не на что жаловаться. Нет проблем. Огромное спасибо. Очень важный интерес средств массовой информации к проблеме прав предпринимателей. Мы стараемся держать эту тему на повестке дня. Без вас это сделать очень тяжело. Все площадки мы стараемся использовать. Радио, ваша программа. Огромное спасибо за интерес. Надеемся совместно с вами решать проблемы предпринимателей. Будем помогать. Спасибо вам еще раз. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был уполномоченный по защите прав предпринимателей Северной Осетии Тимур Медоев. С вами мы увидимся в следующий понедельник, ровно через неделю. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи.